Хизир Умаров – участник Великой Отечественной войны. Сведения о нем сотрудники музея собирали не один год. Поиск по архивам страны особых результатов не принес. Родственники сами решились увековечить память о солдате среди других защитников Отечества в музее, рассказывает Заритхан Плиева. Родился Хизир Умаров в 1917 году в селении Барсуки. Затем поступил на Зрановский зоотехникум и после его успешного окончания устроился там же работать мастером. Он дослужился там до директора и несколько лет руководил этим учебным заведением, весьма необходимым в той действительности не только для нашей области, нашей республики, а для всего Северного Кавказа и в целом для России, потому что в то время наша республика давала, к примеру, зерна больше, чем вся Грузия. В 1939 году 22-летнего юношу призвали на военную службу. Накануне войны, окончив трехмесячные курсы, он ушел на фронт, попав туда уже как командир взвода. Служил Хизир Умаров в пулеметной роте 577-го стрелкового полка 205-й стрелковой дивизии в звании старшего лейтенанта. За храбрость в бою награжден орденом Красной Звезды. Он был не просто мужественным, но очень умелым командиром. И об этом говорится в письме, которые писали его товарищи военные, когда его племянники и брат младший стали разыскивать по всем архивам, кто и что может о нем знать. Хизир Умаров погиб 25 декабря 1944 года в Латвии. Изначально родным сообщили о том, что солдат пропал без вести. Отыскать его могилу родственники смогли спустя 40 лет. Погиб он в селении Бричас, и в соседнем селе, вот где тоже происходили эти бои, было собрано в братскую могилу. Из всех этих захоронений были собраны все вместе. И эта братская могила находится в селении Курсиш. Музей краеведения каждый день пополняется именами героев ВОВ. Задача музея – найти информацию о каждом солдате, ценой своей жизни, защищавших рубежи страны. Их работу высоко ценит и Микаил Угурчиев. Мужчина здесь частый посетитель. Среди этих фотографий у него немало родственников. Двое дядей родных, родственников. Угурчиев Джабраил Лорсаевич, Угурчиев Константин Юсупович. Урейшварезну его назвали Константин Юсупович, который прошел 2 войны, финскую и отечественную. Также Ажига Мурат Берсович тоже в органах служил в последнее время, когда до пенсии воевал. До конца войны он только демобилизовался, говорят, в 46-м еще. Мужчина знал их лично. Мужественные, добрые, честные, преданные своему родному краю и стране. Такими они ему и запомнились. Победа в одной из кровопролитнейших войн в истории досталась нам непросто. Ее с каждым днем приближали наши родные и близкие. Помнить о них и чтить их память – это еще один способ сказать им спасибо, уверен родственник ветеранов. Благодаря работе музея о наших защитниках узнают и другие жители региона. Дана Плиева, Хамзат Халухаев, Новости 24.